Вячеслав Анатольевич Шкуров, уважаемый наш гость Зарас Иванович и дорогие гости и коллеги, которые сегодня пришли к нам на праздник, я хочу сегодня сказать несколько слов. Сегодня, в этот прекрасный летний день, мы собрались, чтобы открыть после реставрации одно из красивейших зданий нашего города. Это долгожданное и волнующее событие не только для нас, библиотекарей, но и для всех горожан, и юных, и пожилых. Это здание, на мой взгляд, воплощение нашей мечты и мечты многих поколений библиотекарей и читателей, символ уважения к прошлому и нашей устремленности в будущее. Именно это обеспечивает библиотеку. Современная библиотека – это единственное место на Земле сегодня, где информацию можно получить как в традиционном бумажном виде, так и на новых электронных носителях. Если страна хочет сохранить и приумножить сегодня, то многие передовые страны стали строить новые библиотеки. Это и Франция, и Германия, и Великобритания. Так, пожалуйста, Илья. Ура, товарищи! Ура! Здания выставлены на выставках в этом отделе. Это и мировая культура, и русская культура, и культура народов Республики Саха-Якутия. Сейчас я покажу уникальный наш примерный вот такой будет. Так, и здесь у меня кто-то должен был демонстрировать. Значит, мы делаем не только руками, но мы применяем новые технологии. Мы наши старые газеты перевели на вот здесь можно. А где Валя? А ты подъедешь сейчас в национальную библиотеку? Я понял, что Губернатор Крауч добился выделения кредита 5300 рублей и построил на эти деньги отстоял за усиление инфраструктуры, а министерство. Вячеслав Анатольевич может проводить кружение. Сегодня Значит, вот эта история, вот нам показали, а здесь история Так, ну вы знаете,
вас какой телевизор? Ну, у нас, мы же для хранения это делаем. Давайте, наверное, наоборот. Это одно из самых лучших зданий, построенных вот в нашем городе архитектором Лешевичем. Вот. И вот с этой библиотекой, ну, лично для меня связана моя студенческая пора. Это была тогда действующая, работающая библиотека, самая прохладная, самая уютная и самая такая академическая. Вот. После долгих лет переустройства сегодня торжественный день открытия публичной библиотеки. И я думаю, что у всех, кто здесь сегодня присутствует, настроение самое приподнятое, одухотворенное. Вот лично для меня, я вот искал вот эти железную лестницу, помните, да? Была вот такая, очень такая громыхающая железная лестница, вот по ней было как-то очень солидно подниматься. Вот этой лестницы, вот перила остались от этой лестницы. А так, библиотека полностью обновленная. И я думаю, что это будет одно из самых таких достопримечательных мест нашей столицы, нашего города. И местом для очень таким одухотворенным духовным местом духовного обогащения населения не только нашей столицы, но и республики в целом. Я поздравляю работников библиотеки, которые дождались этого дня. Я поздравляю работников науки и всю общественность республики. Это здорово, что у нас библиотека наконец-то открыла свои двери для массового читания. Спасибо. Дорогие наши земляки, а второй день рождения этого учреждения культуры. Разрешите мне вот жизнью этой библиотеки, с этим залом, с этой знаменитой лестницей, которую, правда, сейчас реставрируют в другом виде, чем она была раньше, связаны и воспоминания, и становление, и рост огромного количества людей в Республике Саха-Якутия. Потому что в длительное время, значит, именно это сельское царство не будет конечно, перед нами сохранить его или остановить. Остановить представлялся сложно. С вручением золотых именных часов Цееву Анастасию Николаевну, заведующую отделом Государственного унитарного предприятия Якутский проектный научно-исследовательский институт строительства, город Якутск. За большой библиотеки Республики Саха-Якутия благодарственное письмо президента Республики Саха-Якутия вручается Яковлевой Маргарите Дмитриевне, главному специалисту фирмы «Шельц», город Якутск. Социально-экономического развития республики грамотой правительства Республики Саха-Якутия награждается Яковлевой Маргарите Дмитриевне, главному специалисту по строительству общества с ограниченной ответственностью. Правительство Республики Саха-Якутия награждается Шельц Рудольф Томашевич, заместитель. Для нас большой честью является то, что на открытии нашей библиотеки присутствовал главный, так сказать,
общественный деятель Российской Федерации, Жильец Иванович Шаферов. Спасибо, Вячеслав Анатольевич. Я, в общем, очень рад участвовать в таком чрезвычайно важном мероприятии, как открытие библиотеки после восстановленном здании, которое было построено 100 лет тому назад. И действительно вы получили прекрасный подарок. Когда вот сейчас я вместе с заведующей библиотекой шел по ее залу, знакомился с книгохранилищем, я могу сказать, что сегодня ваша библиотека выглядит очень-очень неплохо. И я думаю, что и книгохранилище, и читальные залы мне напомнили главную библиотеку Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Я у вас второй день в Якутии и должен сказать, что впечатления очень хорошие у меня. И одно из главных состоит в том, что здесь чувствуется динамика и движение в лучшую сторону. Вчера вместе с первым президентом Якутии Михаилом Юрьевичем Николаевым мы съездили в школьный центр, побывали в лицее, в общежитии школьников. И нужно сказать, что это огромное впечатление, что сегодня в России далеко не везде вы найдете такие центры. Это мне напомнило мой физико-технический лицей у нас в физико-техническом институте. Сегодня мы побывали в медицинском центре, и должен вам сказать, что по всей России найти такой медицинский центр, так оборудованный и так хорошо построенный, было бы очень и очень непросто. И то, что это все произошло за вот эти последние 1,5 десятилетия на самом деле очень трудные для всей страны. И сегодня ведь очень часто мы попадаем на предприятия, в центры, когда только входишь и чувствуешь запах пыли и тления. А здесь я почувствовал, несмотря на то, что вам приходится жить на далеком севере, в очень непростых условиях, я почувствовал динамику развития и то, что, как мне кажется, происходит заметное улучшение во времени в республике. Это замечательно. И я думаю, что Республика Якутия будет укрепляться и развиваться. Будет развиваться, потому что не только потому, что вы представляете для нас большую ценность как источник алмазов, газа, но и как, вообще говоря, на далеком очень большом расстоянии от Петербурга, от Ленинграда, это республика, которая представляет собой огромную культурную ценность, научную ценность. Не зря здесь, в общем, очень сильный якутский научный центр сибирского отделения, ну а между нашим городом и Якутском очень давние связи. И я думаю, что, наверное, ни один другой город не сыграл такой большой роли для развития севера в целом в нашей стране, в том числе и Якутска, как Ленинград. Здесь и факультет народов Севера, который был у нас. И мне вчера вице-мэр Москвы Шанцев сказал, что вот, дескать, не могут ли воспринять ленинградцы, петербуржцы ревниво, что на одном из заседаний Якутск был назван северной столицей, а северная столица у нас одна, Санкт-Петербург. Мы не ревнуем. Мы оба города северные столицы и будем друг другу активно помогать. Еще раз поздравляю вас с открытием библиотеки. Сегодня человечество и сегодня государство, его страны, конечно же, пишут люди. И люди не только благородные, не только патриоты,
но и от души светлые, от души неравнодушно относящиеся к проблемам детства, молодежи и так далее, конечно, сегодня собрались в этом зале. Что-то делают, строят, или там, пишут книги, сочиняют стихи, или что-то творят.